Сопротивлялся, сразу я согласился на трансплантацию. Рафис Хафизов из Арского района всю жизнь трудится сварщиком в родном хозяйстве. В 56 лет ему поставили страшный диагноз миелома. Это онкологическая опухоль костного мозга. Все началось с боли в костях под лопаткой. Надеялся, что пройдет. В прошлом году обратился к врачам. Когда вот это трансплантацию делали, химиотерапию прошел я в начале декабря и вот в конце декабря. И вот трансплантацию делали, как-то мне вот по-другому стал уже организм. Ну, тяжеловато, видишь, потому что сильнее химию брали бы, а так, сейчас, вот, слава богу, все нормально. Резида Антипова из Нижнекамска, сама медик, работает со спортсменами. О своей болезни узнала в начале 2023-го. Убиралась дома и резко заболела спина. За полгода успела пройти многих врачей. Больше всего боялась услышать диагноз «рак». Надо психологически еще себя подготавливать, оказывается. Физически как-то ты еще, как-то поддержишь там организм как-нибудь, а вот психологически тоже надо поддерживать себя. Ну, вот как-то внушать, что это пройдет, это чуть-чуть, а потом будет лучше. Ну, так психологически, так потихонечку. Рафис и Резида в декабре оказались в отделении гематологии РКБ с одним и тем же диагнозом миелома. Оба согласились стать первыми пациентами пересадки костного мозга. Операцию им провели с разницей в неделю. До этого прошли 2 курса химиотерапии. Все это время за пациентом наблюдали порядка 20 врачей клиники. В первую очередь отбирается пациент. Отбор пациента происходит, во-первых, устанавливается диагноз, во-вторых, мы считаем риски прогрессии заболевания и, в принципе, стадию заболевания. И оцениваем его соматический статус, то есть это как его хронические заболевания. У всех пациентов имеются какие-то хронические заболевания, и все риски мы должны просчитать. Сама процедура будет состоять из 2 этапов. Это забор клеток. Прежде чем делать забор клеток, делается легкая химиотерапия, угнетаются здоровые ростки и как и болезненные ростки кроветворения. И затем организм начинает вырабатывать клетки, заново восстанавливаться, и при этом мы начинаем его стимулировать. Далее пациент снова госпитализируется, делается высокодозная уже химиотерапия, которая уничтожает все клетки абсолютно в костном мозге, и здоровые, и больные. И затем на следующий день мы переливаем стволовые клетки. То есть тем самым мы обновляем человеческий организм заново. Сейчас в Татарстане проживает более 500 пациентов, больных миеломой. Это одна из форм рака крови. Лечение рака костного мозга долгое и дорогостоящее. По словам врачей из РКБ, новая методика лечения результативна. И сейчас татарстанцам и жителям ПФО не придется обращаться в клиники Москвы и Санкт-Петербурга. Все сошлось в конце прошлого года. Именно тогда РКБ получила лицензию на проведение пересадки костного мозга, оборудование и подготовили высококвалифицированный коллектив. Высокая технологичная медицинская помощь приближается, опять-таки, к пациенту, к месту жительства. Это очень важно, и это входит в клинические рекомендации обновленные, поэтому мы будем это выполнять. В этом году планируется провести еще 10 таких процедур, а пациенты Рафис Хафизов и Резида Антипова завтра выписываются. Искандер Гемалдинов, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань.